Так, конечно, включилось. Ассалам алейкум, сюрдикёль масера. Приветствую всех, друзья. Добрый вечер. Сегодня 15 октября 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Reality. 21:00 по Берлину и, соответственно, уже 21:01, соответственно, 22:01 по Джохару. Поехали, друзья. Рад всех приветствовать. Как раз читал комментарии ваши. Всех приветствую. Массарга. Ва алейкум ассалам. Вистру. Хотел в сегодняшнем стриме затронуть очень важную тему, которая касается начала Второй русско-чеченской войны. Хотя по факту она одна война. Но в новейшей истории она делится официально на два вида. На первую, на два типа. Ну и на типа тоже. На первую и на вторую. В Первой войне, несмотря на какие только не совершались русскими военные преступления, несмотря на это, было организованное сопротивление, поддержка народа в первую очередь. И была идея, цель. Во Вторую войну цель была размыта, поддержки населения было не так много. И Вторая война фактически на самом настоящих участников, активных, долгих участников войны, если спросить, с которыми я имел честь неоднократно говорить, то Вторая война по факту это была такая война без каких-либо правил и на полное уничтожение всего живого и неживого. Поэтому мы должны знать, мы знаем, почему русские начали эту войну, мы знаем, как они ее начинали войну. Но есть один момент, который всегда, когда рассказываю, я про себя могу только говорить. Да и вообще этот фильм, который я сегодня буду цитировать, показывать, комментировать, он, на мой взгляд, недостаточно полон, но достаточно ясно дает понять картину того тогда происходившего. И очень важно понимать, что это всего лишь моя точка зрения, это моя позиция и рядового гражданина Чеченской Республики Ичкерия. И видео, которое я покажу, «Чеченский след Рязанский Сахар», это его позиция, такого же рядового гражданина, как и я. Поэтому я, рассказывая о том, что Путин, Патрушев взрывали свои дома, в 1999 году, рассказывая про другие их ужасные преступления, я не всегда рассказываю подробно о том, что было между двух войн и что побудило Шамиля Басаева и других людей, которые призывали по ходу на Дагестан спасти людей, не только их, но и наших граждан, нашу молодежь, пассионарную молодежь, которая пережила только войну, почувствовала вкус успеха, победы, и ее очень легко было поднять. Казалось, что возможно все, можно свернуть любые горы, поэтому эту молодежь было очень легко поднять. Я тоже покажу вам, как ее поднимали и так далее. Поэтому важно рассказать и нам, чеченцам, раз я говорю на русском языке, то, конечно же, это подразумевает, что я это говорю не только чеченцам и даже не столько чеченцам, хотя, конечно, для чеченцев это тоже очень важно и, вероятно, найдутся и есть, мы знаем, что есть живые очевидцы, свидетели тех событий, участники тех событий, которые в некоторых вещах могут найти, где я ошибаюсь,
я не претендую на последнюю там, истину последней инстанции, истину в последней инстанции. Я просто хочу разобраться с этим моментом, потому что это мой народ, моя страна, и тот геноцид, который мы пережили, и те ужасные события, которые последовали после дагестанских событий, это прямое следствие, о которое нужно нам, нравится нам это или не нравится. И я никогда, прошу заметить, никогда не обвинял Шамиля Басаева и кого-либо в том, что они начали войну. Я говорил, что это было неправильно, и что мне легко рассуждать через 20 лет об этом, через 22 года об этом, уже видя всю картину и видя лиц, которые остались живы, остались при должностях и оказались не посаженные, не убитые, и даже некоторые не за границей. Хотя некоторые оказались и за границей, но все равно есть живые очевидцы и люди, которые поднимались на вот эту освободительную войну. Поэтому я хочу, чтобы и не чеченцы тоже знали нашу позицию. Наша позиция, даже если она, может быть, не соответствует каким-то правовым нормам, если она не соответствует каким-то политическим моментам или конъюнктурным моментам, меня это на самом деле, конечно же, волнует. Мне важно мнение окружающих о нас. Я именно это и пытаюсь до людей донести, что мы договороспособные, адекватные, о котором, кстати, о чем многие уже как бы и забыли, или не знают, или делают вид, что не знают. Поэтому я, наоборот, всегда подчеркивал, что спасательная операция Шамиля Басаева, это была операция вынужденная, и те события, которые произошли потом в Украине, которые возглавлял Игорь Гиркин, эти события можно сравнить Гиркина, хотя, конечно же, он не стоит и ногтя Шамиля Басаева, но при всем при этом его действия как рядового гражданина, который также в международном сообществе не были признанными поводом к войне, так как он не являлся действующим сотрудником ФСБ, которым он являлся до начала вот этих событий. Также и Шамиль Басаев не являлся никаким должностным лицом и был обычным рядовым добровольцем. Да, в своей добровольческой группе или в большом количестве, не знаю даже сколько их там было, может быть 100, 200, может было, не знаю, я не буду сейчас гадать, сколько их там было, но там он являлся какой-то командующей фигурой, а в государстве чеченском, конечно, Шамиль не представлял на тот период, и он, зная это, что будет обвинять государство, об этом сказал. Более того, Аслан Масхадов также на митинге выступил в августе, в начале августа, и сказал, что все хвост или идея, мысль, голова вот этой операции, которая происходит в Дагестане, она находится в Москве, к чеченскому государству это не имеет отношения. Чеченское государство, это, говорит, президент, всенародно избранный, не в отличие от России, на честных выборах избранный президент, который официально говорит, что Басаев не имеет никакого отношения к государству, а государство не имеет никакого отношения к походу к этому Дагестан. Также, что Басаев не имеет отношения именно в этот момент к государству. Конечно же, Басаев один из основателей чеченского государства, Чеченской республики Ичкерия. Наравне со многими Басаев, конечно же, один из ярких отцов-основателей, можно сказать. Хотя, как основатель, утвердителем скорее был Басаев, потому что основателем все-таки были думающие люди, которые несли идею. Это был, конечно, в первую очередь Джохар Дудаев и его товарищи, которые были с ним рядом.
И вот, рассказывая о событиях, которые происходили тогда, я говорю, был спасательный поход Басаево-Дагестан. Там были два села Чебан-Махи и Карамахи, которых установили шариат. Степашин разрешил, Ельцин разрешил, Россия не возражала, наоборот, хвалила, что все в порядке, когда те изгнали российских ментов оттуда и установили сухой закон, ну и так далее. Но этому всему предшествовали очень интересные события. Это не просто так какие-то два села просто там решились на то, чтобы объявить об этом. Религиозная подоплека всего этого, она началась, конечно же, в Первую войну. И мы, люди верующие, чеченцы очень ревниво относятся к религии, очень трепетно относятся. При этом знаний в полном понимании вот этой глубины всего ислама таких людей недостаточно. А если эти люди и есть, какое-то количество, которые, можно сказать, ученые в исламском праве, среди чеченского общества, и таких на сегодняшний день я не наблюдаю. Но какие и появляются какие-то люди, либо они убиваются, либо это люди или сажаются, или вербуются под каким-либо компроматом, запугиванием и так далее, финансами и так далее. Либо это изначально подготовленные российские кадры, которые не столько верят, что говорят, ну, неплохо разбираются в предмете, который они доносят до людей. И это такой способ манипулирования чеченским обществом, который очень удобен в силу того, что чеченцы очень набожные, как я сказал, ревнивые, трепетно относятся ко всему. Даже в советское время чеченцы хранили газетки на арабском языке. Неизвестно, что в этих газетках написано, но так как в советское время, когда ислам запрещался и так далее, чеченцы по большей своей части, они протестанты, да, ну, в умеренном смысле этого слова. Протестуем, когда нас притесняют. И вот арабские газеты мы даже не выбрасывали, если на них написано по-арабски. Вот такое незнание было, вообще безграмотность, прямо скажем, была очень такая большая в мусульманском, исламском вопросе. Потому что религия запрещалась, а люди знали, что они испокон веков верили, и сами верили, и понимали, что просто так запретить религию кому-то это невозможно просто. Это Господь Бог может просто так всех людей запретить. А люди просто при желании, как бы они ни устраивали репрессии, как устраивали их коммунисты, даже при этом это невозможно сделать. Просто это невозможно от слова невозможно просто. Поэтому эту тему, относящуюся к таким воинствующим атеистам, она тоже как бы очень опасна тема, когда воинствующий атеист пытается запретить религию под шумок вот этой антиисламской истерии, которая в мире. Под этот шумок некоторые атеисты или воинствующие, я не знаю, другие религии пытаются все религии запретить. Но это отдельная история. Итак, я хочу вам сейчас показать одно видео. Это 96-й год, май, после гибели президента Масхадова. Ендербиев, Зелимхан Ендербиев вступил в должность. И на этой встрече присутствует несколько человек, и из них 3 выступают. Ну, 3 задаются вопросы. Это Масхадову, Ендербиеву и Басаеву. Бабицкий там есть. И вот чешская журналистка, у которой Инна Курочкина брала интервью. Она там берет у них интервью. И вот эти люди рассказывают. Там еще присутствуют Удугов, Кадыров и Закаев. И Ендербиев,
и Басаев. Вы можете потом посмотреть. У меня есть в сообществах это видео. Оно 30 минут, поэтому, или около того. Не будем его смотреть сейчас. Они рассказывают Басаев, который непосредственно ведет боевые действия, уже 2 года сражается с российской оккупационной армией, которая несет и потери, и трудности, все лишения. Басаев говорит, что Россия нас хочет сделать партизанами, сделать абреками. У нас до сих пор позиционные бои. У нас взяли одну территорию, мы взяли ее, вернули и еще больше захватили. И что мы государство, мы регулярная армия. Ну, вот такие разговоры ведет Шамиль Басаев. Человек, который, ну, фактически в очень тяжелом военном положении находится. И на котором вся вот эта ответственность лежит. Вот этот человек говорит, что он никакой не абрек и так далее. То же самое говорит, конечно же, президент Зелимхан Индарбиев. Он там рассказывает, что по отношению к Западу, по двойным стандартам и попытками западных некоторых стран воспользоваться ситуацией и не выполнить обязательства, которые прописаны в их конституции, в их идеологии, во всем их государственности их прописаны эти принципы, которые должны следовать, и они ими не следуют. И то есть обращается к международному сообществу, то есть к тем самым кефирам, на которых Удугов потом в 1999 году первым нападет в 21 веке. То есть люди абсолютно адекватные, президент адекватный, начальник штаба Аслан Масхадов адекватный, и Шамиль Басаев, ну, государственники, товарищи, люди государственники. Это несмотря, что Дудаев уже погиб и так далее. Выступает потом Кадыров Ахмад, и он называет там джамааты. Сразу наши обозначения переводятся в религиозно-арабский лад, скажем так. Это не столько религиозно, сколько арабское. Да? Джамааты — это группы, объединения людей. Это просто на арабский язык переводится. То, что можно сказать или по-чеченски, или по-русски. Если говоришь по-русски, то просто это говорится по-арабски. И что он называет партизан маджахедами, что отчасти, конечно же, правда, любой мусульманин, защищает свою страну, он маджахед. Но в том контексте, в котором, и потом, к чему это потом приводит, сегодня мы уже знаем это, мы это видим, это очень плохие сигналы, исходящие не от независимого или прочеченского гражданина, а потом, как выяснилось, агента российских спецслужб, этого Ахмада Кадыров, который говорит. Это человек, который призывал к джихаду, он там про джихад говорит, про маджахедов говорит, про джамааты говорит, и одновременно мы потом выясняем, что этот человек, оказывается, был сотрудником российских спецслужб, потом он становится главой оккупированной Ичкерии, предает всех, кто с ними сидит за этим столом, на этом диване, и так далее. И потом заканчивает свою речь Аллаху Акбар. То есть полностью делается акцент муфтия, религиозного деятеля, на религиозную составляющую. Когда это говорит религиозный деятель, если он не перешел на сторону русских, если он остался верен долгу и чести, делу своему, которое он со своими товарищами начинает, тогда вопросов бы, в принципе, может, не было бы. Да? Религиозный деятель так и сказал. Но когда потом выясняется, что эти люди, оказывается, давным-давно служили России, и когда ему задают вопрос, Беслан Гантимиров в студии НТВ по видеозвонку задают вопрос, и говорит, а где вы были в 95-96 годах, то есть намекая, где был Кадыров во время Первой русско-чеченской войны, Кадыров отвечает, что Путин знает, где он находился. То есть ФСБ знает, где он находился. Здесь еще очень важный момент. Сейчас попробовать не забыть того, с чего сейчас начинаю. И рассказать очень важный момент, который нужно обратить внимание. Мы наблюдаем реванш неудачников.
реванш тех, которых когда-то пинками Дудаев, как он их называл, клопами, вот этих клопов с русского ватника, которых пинками выкинул. Теперь же они хотят сделать реванш. Это Алханов, это Завгаев, это там другие, и третьи, и десятые. Туда же входят и Ямадаевы. Это те люди, которые, в отличие от окружения Кадырова, всегда были за Россию. Это Саидмагомед Какиев, которые были, Алханов, Алу Алханов, Руслан Хасбулатов. Эти люди никогда не выступали против России. И когда началось противостояние первое, Дудаев и чеченское государство, чеченское свободное общество победило этих коллаборантов, они потерялись, их не было слышно. Затем, конечно, они не оставили, Россия их не оставила, и они Россию не оставляли, потому что им нужно было возвращать свои позиции, а не быть изгоями в чеченском обществе. Они привыкли, что они репрессируют других, но они не готовы к репрессиям против себя. Поэтому они, конечно же, жаждали реванша, вернуться, заработать денег и так далее, потому что без власти и денег, смысл, вот раз уже ты запачкался, то надо до конца. И первую войну, сражаясь, многие были на нашей стороне, и затем, когда началась Вторая война, были поставлены очень тяжелые условия, была внутри агентура, которая работала, начиная от Ямадаевых, и не обязательно вооруженных, много было и невооруженных, потому что именно кто воевал, они гибли, поэтому там не так уж и много было людей, которые с оружием в руках сражались против России, будучи агентами русских. Это потом уже набрались эти люди, когда чеченское сопротивление в голове своей высохло, выдохлось, было, я могу ошибаться сейчас в каких-нибудь терминах, поэтому меня особо не ругайте. Когда чеченское руководство чеченского сопротивления было дезориентировано в какой-то степени, тогда управлять солдатами очень легко. Если там агентура сверху, можно и неприязнь, и недоверие друг к другу, много что можно делать. В итоге получилось то, что те люди, которые не были идеологически подкованы, они были настроены сражаться против оккупанта, ясная, простая цель, но разбираться в деталях, которых очень много в спецоперациях, спецпропаганды российских, вот этих спецмероприятиях, не готовы были разбираться, они начали выходить из леса, не чувствуя поддержку населения, не чувствуя единого командования, разобщенность, появилось много джамаатов, которые неизвестно откуда, кем финансировались, вернее, теперь мы понимаем, многие откуда финансировались, не подчинялись единому руководству, и если даже подчинялись, постоянно возникали какие-нибудь терки и проблемы. И вот в этой ситуации люди начали выходить. И сейчас, по большей части, вокруг Кадырова, Рамзана собрались люди, которые воевали против России. Это тот же Шаат Урлаев и много-много таких людей, которых мы даже не видим, которые воевали против России, но были вынуждены, понимая бесперспективность, понимая в какой матрице, в то время, находясь там, не имея вот этого интернета, столько возможностей позвонить, поговорить, сделать какой-то анализ событий, имея много в запасе времени, трача все время на это. Там это было намного, мне кажется, сложнее эти вещи понять. И вот этот реванш неудачников в лице Алханова и других, которые хотят сместить Кадырова. В принципе, опять же, чтобы было понятно, моя позиция по этому поводу. Я не против, чтобы они друг друга смещали, выдавали их преступления, становилось общественности. Я не против.
Это все должно стать открытым. Все, что связано с убийством людей, похищениями, пытками на территории нашей страны, это должно стать достоянием известности, гласности, общественности, кто бы это ни совершал. Это моя позиция по этому поводу. Это надо четко разобрать в уголовном деле, да? Или не в уголовном, ну хотя бы на страницах там, газет. Это должно обсуждаться, и общественность, чеченская общественность должна разобраться, кто был кто. Но вся проблема в том, что одна сторона под видом вот Сайдмагомеда Кокиева, которые там вот так пальцы поднимают, в Сирии воюют на стороне Асада, говорят, что они вернулись в ислам, что они поняли что-то и не уходят с российской службы, продолжают России служить, конечно же, эти люди только забирают то, что осталось от тех солдат наших чеченских, наших воинов, которые или погибли, или спустились и на равнину и амнистировались, или были на равнине и амнистировались. Вот эту религиозную Имарат Кавказ, тот самый, который был объявлен, они хотят вот этим пользоваться. Этим они и пользуются. К большому, к сожалению, Имарат Кавказ, организация, которую возглавил Докко Умаров в целях попытки сохранить сопротивление, в котором я целиком и полностью абсолютно понимаю и поддерживаю Докко Умарова, кроме там объявления, кроме России, войны или террористические акты, я все прекрасно понимаю, что делал Док. И я далек от того, чтобы его обвинять чем-то. И даже потому, что его самые близкие друзья, Казбек, Ёлки, Док, это все люди с их близкими друзьями, которые от и до прошли эту войну, они мои товарищи. И я не буду ни Доку, ни кого-либо обвинять в чем-либо, но я должен указывать на какие-либо ошибки. Если я их оказываю, никто из Доккиных, из их друзей, которые очень уважительно и очень достойно к нему относились и относятся, от них претензий я не получаю, кроме вот некоторых писунов, которые здесь пишут что-то. Так вот, вот одна сторона, которая сейчас борется против кадыровских, она делает это под видом нас, свободных чеченцев. Я против того, чтобы они от нашего имени смещали кадыровцев. И самое главное, Кадырова не сместят, скорее всего. Даудова не сместят, скорее всего. А если даже их сместят, их не посадят или, может быть, не убьют. Хотя исключать 100%, конечно, нельзя. Если будут сметать, могут смести всех. И так будет лучше, на самом деле, если Кадыров будет посажен или, скорее всего, ликвидирован для них. Потому что это очень ценный свидетель, который очень много видел и знает. Поэтому, конечно, и Кадыров тоже. Но в основном претензия, которую предъявляют реваншисты-неудачники, это та ситуация, что они никогда не были против России, а эти когда-то были, и они сейчас перешли, и они в душе ичкерийцы и там свободные чеченцы. Им веры нет. Вот что говорят те, которые пытаются говорить от нашего имени. От имени свободных людей, которые не хотят быть в России, которые не хотят сменить начальника тюрьмы в Чеченской республике Ичкерия. Мы хотим выйти из этой тюрьмы полностью, со своими вещами. Просто пошли все к черту. Мы хотим выйти из этой России. Другого выхода для того, чтобы наше будущее имело какую-то перспективу для развития, никакого другого будущего у нас нет. Никаких прав у нас не будет. Ничего. Никогда с Россией у нас нет будущего. Это 100% истина, которую не говорю я сейчас, хотя я в этом убежден. Я это знаю просто опытом всей своей жизни. Я еще это знаю, потому что все умнейшие люди нам об этом говорили, что нам нужно. Пока Россия не станет демократической и свободной, а она пока ею не станет, у нас нет никаких шансов сосуществовать с Россией. Только граница
и международный аэропорт, с которого мы будем летать в весь мир, ну и дорога в Грузию. Захотят другие республики присоединиться, с удовольствием, всем рады. Но без России, без особенно ее контроля. И вот нас втягивают вот в эти разборки, скажем так. Эти разборки происходят, как я сказал, под видом очень религиозных течений там, и так далее. А все люди, которые вокруг, да, они как должны выполнять роль статистов, и их должны направлять те лица, которые возглавляют этот процесс, которые дергают за ниточки и там задействуют тех или тех людей. Некоторых как своих действующих или агентов действующих, других как людей используют в темную, ну, не знаю. И с этим делом, сейчас возвращаясь к тому видео, которое я вам сейчас хочу показать, возвращаясь к тому, что я хочу сегодня показать, и к тому, что вчера там блогер из Норвегии очень много обо мне упоминал, я все это не видел, частями я посмотрел, но приблизительно понял, о чем речь. Конечно, это не его тема, ему этим лучше не заниматься, но и именно поэтому я сказал, что я здесь только за себя отвечаю, а там уже величина глыбы отца, который оставил истории это имя. Поэтому это имя может быть или чуть-чуть сильно, конечно, оно не пострадает, чуть-чуть может пострадать из-за ошибок, или же может быть раздавлена вся позиция вот этим именем, и не очень хорошо будет выглядеть. Поэтому, если кто-то со мной хочет поговорить, не надо это публично выставлять, там, я никого не оскорблял, я никого не называл, вот этого блогера, я не называл экстремистом. Не надо мне угрожать, эти угрожатели у меня в очереди стоят. Поэтому здесь, если хочешь со мной поговорить, публично, открыто, выйди на связь и задай все вопросы, какие ты хочешь. Соответственно, я тебе тоже, может быть, у меня возникнут вопросы, я тоже тебе задам. А так остальное, даже мне просто, удивлен узостью мышления, просто непонимание происходящих процессов. Таким нужно более разборчиво и не придумывать там ярлыки, там, 3-й, 10-й. Если есть вопросы, прямо я отвечу на все вопросы блогера Ригбо Норвегии. Хат речуи, дуэл речуи, хату ночи мауё, сосан ночи волш, сосан ночи мот бюджет мауё, айла вистрал хайн, цала. Суна цала махвис айла хумша дис ханума доказывать. Наган довойшему доказать. Хасвязи вал, иштвальч дам хасвязи вал, и войшему хай его претензии идут, сошадик хайжуат, сунцаха хау претензии еще, это машина, ох, чуть-чуть посмотрел. Поэтому, если есть вопрос, конечно, я готов открыть. А вот та подрусская сорока пропагандонская, которую прислали сюда, и которую я много раз разоблачал, она так со мной и не вышла на связь. Я, переступая через свою гордость, говорил, но она так и не вышла, эта сорока, со мной на связь. Поэтому, что еще можно говорить, если ты говоришь, человек, ты там в чем-то ты меня подозреваешь, я первое, что делаю, обращаюсь и говорю, давай обсудим открыто, задай все вопросы, которые у тебя есть ко мне, задай. Будут у меня, я тебе тоже, может, задам. Пока у меня особо, в принципе, вопросов нет. Вот как говорят люди, когда хотят что-то разобраться, а не просто так сказать. Поэтому мы сейчас оставляем эту тему и переходим
к ситуации, которая была, и которая нам при всем желании, хотим мы этого или нет, должны разобраться в ситуации, что происходило перед началом Второй русско-чеченской войны. События, которые предшествовали, какие фигуры, самое главное, фигуры, которые будут там фигурировать. И сегодня я хочу Хачилаева, Надира Хачилаева, о нем вам рассказать. Эта фигура появилась еще в Первую войну, к концу Первой войны. Надир Хачилаев, лакский общественный деятель, несколько братьев. И они решили, ну, приблизительно как братья Ямадаевы, они решили как бы засветиться. Их ввели в программу, скажем так. В программу его ввели в первую очередь, это были переговоры, которые велись Лебедем и Масхадовым. Ну, нашей стороной и русской стороной. Вот в эту комиссию и вот в эту переговорную группу для поднятия, для дальнейшего использования ввели Надира Хачилаева. И Яндарбиев с ним общался, и всем он понравился. Ну, все друг другу хотят доверять там и так далее. Война, все хотят войну закончить и так далее. И в это время, я вот сейчас этот момент покажу, и потом мы продолжим, потому что очень много есть о чем рассказать, именно непосредственно вот этой всей ситуации, которая тогда происходила. Минутку внимания. Вот сейчас они будут как раз, это видео называется «Масхадов Аслан, Индарбиев Зелимхан, Кадыров Ахмад Хаджи, Мехкиты, 20 мая 1996 года». Вот на этом видео здесь можно увидеть вот флаг, который висит у них на фоне. Потом в конце видео будет еще один этот такой, ну, тоже видео, там уже сидит Хачилаев. Это та же комната, тот же диван, тот же ковер на стене. И флаг другой. Там. Это, скорее всего, это возможно, это было не 20 мая, потому что на той записи, которая будет в конце, на ней указана дата 20 мая 1996 года. Хотя это могло быть утром, и потом вечером другой флаг повесили. Так что вероятность, что это было 20 мая 1996 года, мы оставляем. Но, возможно, и нет. Это то, что будет в конце. Тоже очень важный момент, надо будет послушать, о чем говорит полномочный представитель, там, большой начальник российский, приехавший в Чечню, Надир Хачилаев. Давайте послушаем вот этот момент. Бабицкий задает вопросы. Итак, просто сходу на губ, при определенных условиях. Прежде всего при условии, что это руководство российское, политическое, не причастно к убийству Дудаева. Раз. Второе, что они не для предвыборной рекламы Ельцина, а с твердым намерением и желанием решить проблему взаимоотношений российско-чеченского государства предлагают такую встречу. И с полным соблюдением протокола такой международной встречи. Андрей, значит, по поводу... Хочу обратить внимание, здесь говорит, на каких условиях Яндарбиев будет разговаривать с русскими. Просто хочу продолжить. Проинформирую, что Слово берет, перебивая президента, берет Мулади Удугов, ну, перехватывая или продолжая. руководства Чеченской Республики Ичкерия у президента состоялись контакты с представителем и руководством Союза мусульман России, который возглавляет Хачилаев, известный всем этот лидер. Значит, вот во время этих контактов чеченская сторона, значит, в лице руководства заявила, что доверяет этой организации, которую возглавляет Хачилаев. В случае, если вот возникнет такое предложение, что эта организация выступит в качестве, так скажем, той силы, которая может организовать встречу двух президентов
значит, допустим, на дагестанской территории, естественно, при тех условиях, о которых сказал президент Чеченской Республики Зелимхан Яндарбиев. Такие контакты состоялись, и, в принципе, чеченская сторона выразила доверие Хачалаеву и той организации, которую он возглавляет. Это для информации. Да, мы... Так, возвращаемся. Теперь, смотрите, только что Мулади Удугов сказал, что вот состоялась встреча, что партия или там движение, лидером которого является Надир Хачалаев, она вызывает доверие у чеченской стороны, что вот он там мусульмане России там, и так далее, и так далее. И теперь я вам хочу показать видео, которое сделано чеченским следом Рязанским Сахаром. Оно у меня есть на канале. Тоже вы потом можете посмотреть его. И некоторые вещи, конечно же, вы можете дополнить, поискать, развить мысль, которую здесь обрывистом немножко характере предоставлена чеченским следом Рязанским Сахаром. Ну, здесь очень полная картина, которая дает, ну, не полная картина, но все равно она дает ясность. Давайте послушаем. 96-й год – это то время, когда Надира Хачалаева поднимают по служебной лестнице. Его отправляют к Муаммару Каддафи, и они там ведут речи. Посмотрите, с каким человеком должны иметь отношения наши представители. И о чем говорит Надир Хачалаев. Тут создаются всякие пояса, и красные, и зеленые, и желтые. Был красный пояс, который пугал империализм, он был ассоциировался с коммунизмом, теперь его нет. Зеленый пояс – это ислам. Теперь они делают все, чтобы преодолеть и зеленый пояс. В этом отношении российские мусульмане могут себя считать находящимися в одном окопе с мусульманами всего мира, которые борются против американского империализма. Мы рады случаю, который нам предоставился, встретиться с вами на древней земле Ливии, священном месте. Я хочу обратить внимание, после гибели Джохара Дудаева, которого поддерживали западные страны, у которого была хорошая поддержка в Америке, была целая группа американских сенаторов, которые нас поддерживали. И после его гибели нам подсовывают человека, который едет к Муаммару Каддафи, террористу, преступнику, который долгое время управлял Ливией, и начинает говорить об американском империализме в духе традиции Советского Союза и КГБ. И говорить о 20 миллионах мусульман, что мы хотим там жить с Россией и Ливией в дружбе и так далее. Речь не идет вообще ни слова о том, чтобы Дагестан стал свободным там, и так далее, и так далее. Послушайте. Позвольте поприветствовать вас с именем 20 миллионов мусульман России. أولا اسمحوا لي أن نحييكم باسم 20 مليون مسلم روسي. От имени правительства России. وباسم الحكومة الروسية. Такое право нам дано. Такое право ему дано. باسم الحكومة الروسية. И от имени всего российского народа. وباسم الشعب الروسي بأسره. Действительно, вот, когда мы сюда ехали, мы уже на себя ощутили те проявления блокадности и эмбарго, которые проявляют против ливийского государства. Мы знаем вашу честную и принципиальную позицию, которая противостоит против мировой буржуазии. Мировой буржуазии. Принципиальная позиция является катализатором всех благородных, порядочных сил всего мира, которые пробуждают в людях лучшие чувства, лучшие благородные человеческие качества. И считаем, что это позиция достойного человека и гражданина, и лидера государства. Помогает нам противостоять и идти к свободе. Идти в свободе. Вот Хачалаев, не знаю, почему обрывается у него причинно-следственная связь, но находиться в составе России, дружить с Ливией, и Каддафи, слова Муаммара Каддафи вызывает чувство стремиться к свободе.
Как он может стремиться к свободе, если он хочет жить в мире с Ливией, находясь в России, эти 20 миллионов мусульман? Вот эти вещи, которые вот сейчас очень заметны, но тогда, видимо, не замечали люди, которые должны были по долгу своей деятельности, службы, замечать эти вещи. Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, посылает нам трудности и препятствия, чтобы преодолевая их, мы становились совершеннее и лучше. Чтобы нам не было присутствия чувства вседозволенности, чтобы человек не терял чувство меры, чтобы не делал он везде все, что ему благорассудится, безнаказанно. После распада Советского Союза بعد انهيار الاتحاد السوفيتي Соединенные Штаты Америки именно начали позволять себе вот такое بدأت الولايات المتحدة вседозволенность. الأمريكية أن تسمح لنفسها الهيمنة والتسلط في أنحاء العالم كلها. И нету того балансира, который их ставило на место. И то, что она по всему миру уже без альтернативы продвигает свои программы и все, что ей заблагорассудится, мы считаем, что это всего лишь временное явление. Иншаллах, Россия это великая держава. روسيا كانت ولا تزال دولة كبرى. Великая. И как говорится, все вернется на круги своя. ويعود الطريق إلى مجرى هي الطبيعة. И мусульмане России, 20 миллионов умма мусульман России, والأمة الإسلامية في روسيا التي تتكون من 20 مليون واحد في روسيا все сделать для того, чтобы отношения между Ливией и Россией упрочились, и мы будем надежным гарантом для этого. Как вы думаете, надежный гарант может быть свободным, если он собирается оставаться в России? На центральной площади дагестанского города. Здесь стоит отметить один важный момент, который произошел в Дагестане 4 марта 1997 года. В это время мы уже с нашей территории выведены все войска, и мы живем уже независимо. И 4 марта в Дагестане сжигают двух людей, мужчину и женщину. Мужчину Гаджимурата Гаджиева и Гаджимуратову Татьяну, его жену, сжигают этих двух людей. Потом не будет установлена связь вообще какая-либо с похищением и убийстве 12-летней Шахвазат Амаровой, в которой обвинили Гаджимурата Гаджиева и его жену Татьяну. Татьяна вообще никак, по всей видимости, там не была замешана. И вероятно, с учетом того, что мы видим сейчас, вероятностью вот этих публичных казней, убийств, которыми запугивался весь мир, и с ситуацией, которую мы сейчас увидели, как русские спецслужбы это умеют делать хорошо, можно сказать, что и Татьяна, и Гаджимурат могли быть использованы как сакральными жертвами, о которых потом очень часто любил говорить Путин. И этих людей кадры сейчас не для слабонервных, попрошу не всех смотреть это видео, и я даже не буду вам показывать непосредственно все моменты, я хочу вам комментарии журналистов, которые это все рассказывают, чтобы вы услышали. Вас попрошу, если не хотите, не смотреть для особо впечатлительных. Двух мужчин и женщин в российском Дагестане, не в Чечне, в российском Дагестане сожгли. Таким способом они устанавливали шариат. Хотя к шариату это не имело никакого отношения, так как огнем убивать никого нельзя. И за убийство, для того, чтобы казнить кого-нибудь, бессудные казни, они тоже запрещены, нужно решение суда. И четко определена вина обвиняемого для того, чтобы к нему были применены какие-либо санкции. Но несмотря на это, толпа просто сжигает. Я уверен, что это была спецоперация. Спецоперация по нагнетанию обстановки. Так начиналась радикализация, представление, расчеловечивание в глазах общественности чеченского государства и чеченского народа. Про Дагестан потом не говорили. Не говорили про этот буйнак, с которым это все произошло. Говорили потом чеченцы. И до сих пор, по истечении 24 лет,
мы находимся вот именно в этом состоянии, когда мы должны доказывать, что мы абсолютно цивилизованные, абсолютно договороспособные люди. Внимание. Прилюдно были сожжены 2 человека. Публично. Которые совершили убийство девочки. Но я повторяю, что о лицах во множественном числе я сейчас не могу говорить, потому что доказана вина Гаджиева, его жены Татьяны, пока она не доказана. Следователь, как и родственники, не сомневаются в том, кто убийца. Но сегодня одним из самых... Здесь стоит отметить, 20 мая 1998 года другой факт, который произошел в Дагестане. 20 мая в центре Махачкалы милицейский патруль остановил для проверки документов ВАЗ-21099 с вооруженными чеченскими номерами. Из машины вышли несколько вооруженных автоматами людей и потребовали пропустить автомобиль. Милиционеры попытались их задержать, и тогда бандиты открыли огонь. 2 патрульных были убиты, и еще 5 получили ранения. После этого преступники забаррикадировались в особняке Хачилаевых и начали переговоры с властями. Когда они ни к чему не привели, сторонники Хачилаева захватили здание Госсовета и удерживали его почти сутки. Здесь я бы немножко остановился на этом. Люди, которые с чеченскими номерами убивают российских милиционеров на территории Дагестана, конечно же, не являются гражданами Чеченской Республики Ичкерия, потому что они прячутся в особняке человека, который хочет защищать интересы и великой России против буржуазии, империализма американского и так далее. Конечно, это не чеченцы. Это люди, которые являются людьми Хачилаева, люди спецслужб. Потому что я не сомневаюсь, что Надир Хачилаев представлял спецслужбы. ФСБ, скорее всего. Скорее всего, может быть ГРУ. Но для нас, что в этой, что в той руке, для нас разницы между ними нет никакой. И в этой ситуации Хачилаев выходит и говорит, не будем винить всех чеченцев. Короче говоря, без нас женят. Да, нас там нет, но уже о нас говорят какие-то люди, просто с чеченскими номерами на машинах, убивают дагестанских милиционеров. Потом выходят какие-то другие люди, говорят, кто это был, чеченцы или нет. Они спрятались у него, и он говорит, мы не будем говорить о всех чеченцах, мы только лишь из-за того, что там номера на этих машинах. Не потому, что у него они там спрятались. Как будто там он тут спас чеченцев, такой герой каких-то ребят. Мы так и не знаем, кто эти были, эти фамилии мы их не узнали. Но факт остается фактом, что Магомед Хачилаев говорит о чеченцах в 1998 году. Это человек, который, как нам сказал Удугов, вызвал доверие у нашего государства, у наших лидеров. Это подтвердил, в принципе, Индербиев. И ничего удивительного, человек дагестанец, кавказец, сосед, мусульманин. Мы все прекрасно умеем друг с другом ладить. И хотелось бы, и русские не вызывали доверия. Видимо, для этого был заслан вот этот человек, который должен был представиться таким борцом. И вот он говорит о чеченцах. И, конечно же, уже начинается тема чеченцев, что какие-то чеченцы убили каких-то российских, дагестанских милиционеров. Здесь нужно понять, что мы сюда, хоть сегодня здесь все вооруженные стали, не воевать подошли. Здесь есть мирная акция и протест против того произвола, кражи людей, торговля этими людьми. И я считаю, что это не просто дело одного Новоласского района или одних лаксов. Это, наверное, проблема всех дагестанцев, потому что там на самом деле все от всех национальностей там, наверное, есть. Но тем не менее, я считаю, сегодня чеченцев объявлять врагами нам ни в коем случае. Мы здесь живем на ограниченной территории, мы все мусульмане. Вот мы должны все порядочные, честные. Если там кто-то контролирует, например, сесть и нам им решать эти вопросы. Я думаю, что от того, что мы начнем воевать. Вот видите, рядом стоит этот Гаджиев, Гаджи Махачо. Матерый просто
преступник и враг чеченского народа. Наверное, от этого хорошо ни им не будет, ни нам не будет. Чем она должна заниматься там? И она нам здесь устроила провокацию. Поручила. Здесь произошло следующее. Здесь вы сейчас видите, Надир Хачилаев выступает. Это уже на второй день после того, как Надир Хачилаев перед этими людьми выступил. И он сообщает, что они захватывают Госсовет, здание Госсовета в Махачкале. И Надир Хачилаев, группа радикально настроенных исламистов, так называемых ваххабистов, здесь пишет Таисия Белоусова, 1 июня 1998 года, статья. Известный, кто такой Хачилаев, да известно событие, его мало кто знал в России. Впервые широко засветился в 1996 году, когда сопровождал секретаря Совбеза генерала Лебедя и его первом миротворческом вояже в Чечню. Тогда общественность узнала, что этот худощавый кавказец, депутат Госдумы, а также председатель Союза мусульман России, организация, которую опекает блок «Наш дом Россия». Блок «Наш дом Россия» опекает Союз мусульман России. «Наш дом Россия» — это Черномырдин там и так далее, которые там были. Короче говоря, они захватывают и таким способом делают Хачилаева, захватывают здание Госсовета, и таким способом делают Хачилаева фигурой республиканского масштаба. Ну, можно сказать, даже федерального. Он там ездит, встречается с Муаммар Каддафи, террористом, с которым никто не встречается в этом мире. И вот посылают такого человека, чтобы налаживал отношения, как мусульманин, там и 20 миллионов, там, и так далее, поддерживаем, и так далее. Перестрелка там получилась между ребятами. После чего была с нашей стороны тоже раненые, и с той стороны тоже раненые, один убитый оказался. Мы глубоко сочувствуем этому. Мы этому абсолютно не радуемся. Выражаем свои соболезнования. Готовы сделать любую помощь, что от нас зависит. Но это случилось. Я хочу сказать еще одно. Я не призываю к каким-то беспорядкам. Я не призываю никаким провокациям, никаким войнам. Вот здесь собравшийся народ. Правительство, руководство России, вот российское телевидение. Обратите внимание, вооруженные люди, абсолютно не исламски настроенного вида, вы видите, чисто ментовские лица вокруг полностью Хачилаева, военные или менты дагестанские, которые его опекают. И нужно учитывать тот момент, что в Дагестане тогда Чечня получила свободу. Русские вывели свои оккупационные войска, и дагестанцы видели, что у нас есть какая-то возможность для развития, да, и что можно вырваться из лап русских. И дагестанское общество, оно зашевелилось, оно начало немножко просыпаться, немножко понимать, что происходит. И в этот момент, чтобы сбить эту волну, появляется Хачилаев, который с уважаемыми и авторитетными людьми, а это на Кавказе чеченцы, на тот период времени, это Масхадов, Яндарбиев, Басаев, Удугов, другие лидеры, которые представляют нашу страну, победившие Россию. Вот любой человек, который начинает контачить с чеченцами, с Басаевым, с Масхадовым, он автоматически вырастал тогда. Любой человек. И вот Надира Хачилаева внедряют в чеченское руководство, контакты, налаживание контактов, и тем самым поднимают и в Дагестане его авторитет. Чеченцы смогли, и они, с ними, ну, уже кто опыт имеет, да, как бороться с русскими, как выкидывать их из своей страны. И, конечно же, Надир Хачилаев на этой волне начал получать поддержку. Первое время я даже думал, что Надира Хачилаева и его братьев используют в темную. Но, исходя из того, что происходит, вот вы можете наблюдать, даже из этой части можно понять, что человека не использовали в темную. Человек должен быть клиническим идиотом, чтобы не понимать, что он находится в конкретной программе. Да? Ну, может быть, он понимал, но та слава и власть, которая, вероятно, попадет в руки с победой, может быть, это им двигало. Ну, что человек полный клинический идиот, мы видим, что это не так. Этот человек объясняется
нормально на русском языке говорит, понимает и хорошо формулирует свои мысли. Давайте дальше. Я вам чуть-чуть перемотаю. Вот выступление захвата этого здания. Этот момент, вот вчерашней ночью, вот это, то, что они провокацию, которую сделали, до сегодня 12 часов она продолжалась. А это, честно говоря, вот по твоей команде мы вооружились и приехали все туда. И встретились. И вот прежде всего вот, хотели, чтобы ты пришел на помощь туда. Но, наверное, что-то получилось, не пришел, я тебя обвинять здесь не собираюсь. Вот это, как можно так друг друга продавать? Я это не могу понять. Но мы же мужчины, мы дагестанцы, но мы хотим быть президентами, мы хотим быть премьерами. И вот так друг друга продаем. Я не знаю, как люди могут вот так добраться куда-то даже, когда вот элементарной порядочности, когда совести нет. Мы дагестанцы, мы всегда были, мы равнялись всегда на отвагу, на мужество, на храбрость, на порядочность, на ислам и так далее. На ислам и так далее. Он равнялся, мы дагестанцы, мы равнялись и так далее, и так далее. И это говорит человек, рядом справа и слева которого сидят два или там капитаны, или мои полковники, кто у них там по званиям я не различил. Вот это как минимум, по-моему, полковник рядом сидит. Сидят люди, и они не говорят, что они уходят из России, что они хотят свободы и независимости. Об этом речи нет. Тогда можно было бы понять этих полковников, которые молчат, сидят. Они согласились и готовы. Речь идет остаться в составе России и взять просто контроль, не сдавайте, не сучьтесь там, как обычно все происходит в этой политике, и особенно вот этой российской региональной политике, это просто удвоенная сила, да, насмотреть на кавказцев, дагестанцев, ингушей, чеченцев, кабардинцев, вот эту власть марионеточную, ну это просто стыдно вдвойне просто, да? Ну может потому что я кавказец, потому что они, ну, все готовы сделать для того, чтобы остаться в этой власти, весь свой народ перебил. Мая происходит 1998 года. В результате переговоров в Махачкале достигнута договоренность об освобождении сторонниками Хачилаева здания Госсовета. Можно было бы подумать, что Россия такая цивилизованная, демократическая страна, она ведет переговоры, когда у нее захватывают здание Госсовета и так далее. Но это совсем не так, и это пример двухлетней войны, которая буквально на глазах произошла у этих же россиян. Поэтому это очень странно выглядит, что ведут какие-то переговоры об освобождении здания Госсовета, они сравнивают его полностью с землей. И на этой встрече, я немножко сейчас прочитаю, Махачкала, 21 мая, Интерфакс, лживый Интерфакс, напомню. В результате переговоров в Махачкале достигнута договоренность, что сторонники депутата Госдумы Надира Хачилаева покинут захваченное ими в четверг здание Госсовета Дагестана. По неподтвержденным данным, глава Госсовета Магомед Али Магомедов заверил, что уголовного дела по факту захвата здания возбуждено не будет. Когда сторонники лидера Союза мусульман России Надира Хачилаева захватили в Махачкале дом правительства, власти Дагестана поспешили объявить, что это попытка государственного переворота, они были на этот раз совершенно правы. Мусульманского лидера Надира Хачилаева, это газета «Коммерсант», и его брата Магомеда, возглавлявшего Лакское национальное движение, поначалу обвинили в том, что они хотят при поддержке Чечни отделить Дагестан от России и установить в республике исламский строй. Потом эти заявления, списав на горячку, дезавуировали. Министр внутренних дел России Сергей Степашин, выступая в Москве перед журналистами, заявил, события в Махачкале не носили характера выхода Дагестана из состава России. Звучали иные политические лозунги, например, свободу выборов. Между тем, с точки зрения нынешних дагестанских властей, этот призыв возможно, даже более опасен, чем призыв к выходу из России. Ведь Дагестан уникальный субъект Российской Федерации, там еще ни разу не было всенародных выборов главы республики. Не было ни выборов, ни свободных каких-либо выборов. Вот встречается всем нам известный Степашкин, который был и директором ФСБ, и премьером правительства, и самый зачинщик и первой войны, еще с первой войны, потом и во вторую войну, и везде это директор ФСБ, премьер-министр. И вот сейчас он в качестве министра внутренних дел встречается, опять же, поднимая авторитет Хачилаева. Они не встречаются с чеченцами,
воюют, убивают их 2 года, а тут сразу же бегут встречаться Хачилаеву. Но возникает тогда, может быть, мысль, казалось тогда, что не хотят повторить такой опыт там, и так далее. Дагестанский народ не поддерживает движение Хачилаева за свободу освобождения Дагестана. Хачилаев не призывает сам об этом. Даже вот Степашин говорит, что не было таких лозунгов, был лозунг только свободу выборов. Свободу выборов в тюрьме, в российской тюрьме. К сожалению, здесь я вам хочу показать, что вот человек, которого поддерживает партия, курирует полностью, контролирует партия «Наш дом Россия», Надир Шах Хачилаев, возглавлявший вот союз мусульман, все время в разговоре пытается вставить словечко «иншаллах», «машаллах», там «иншаллах» в основном у него, видимо, еще не выучил другие слова. Показать религиозность, подчеркнуть свою религиозность. Обратите на это тоже внимание. Силы реакции, они еще не успокоились, и то, что не так прозвучало по телевидению, а то, что могла быть дестабилизация, и мы на это не поддались, Того, кого они там представляют, чьим флагом прикрываются, будут наказаны. Я полагаю, это наша общая с вами позиция, правильно? Да, главное, чтобы объективность была. Объективность, безусловно. Здесь же я завтра переговорю с Селезневым, у вас, наверное, встреча тоже будет с Геннадием Николаевичем. Я бы, например, только бы приветствовал, если была создана еще и парламентская комиссия. Независимо, объективно, то, что произошло. И я думаю, что она позволила в какой-то степени стабилизировать ситуацию. И третье, возвращаясь вот к нашему, опять же, разговору, я думаю, что сегодня мы должны избежать, мне представляется, несколько надуманного такого... Иншаллах. Это действительно надуманность, большая в этом есть. Нету там никакого чеченского следа. И эти силы провокации, кто они есть, надо их выявить. И говорить правду надо, сильная ваша позиция. И поэтому, несмотря ни на что, я сюда приехал именно поверить. Надир Шах Хачилаев стоит перед зданием Госсовета, говорит речь, все люди его слушают, и потом он говорит, что он не причастен к этому. И тем самым еще добавляя к этому, что чеченского следа нету. И это чеченский след, выражение чеченский след, оно уже у всех чеченцев в печенках сидело. И такой человек, который скажет, что нет чеченского следа, для чеченцев он будет чуть ли не спасителем. Хоть в чем-то нас не обвинили, потому что обвиняли во всем, в том, что чеченцы не делали, ну и, конечно же, что делали тоже. И вот человек, иншаллах, он спасает нашу репутацию и сообщает нам, что мы не являемся виновными в этом. Чеченского следа там нет. Вам, и уважая эту позицию, мне кажется, это очень правильно выбранная позиция. И то, что объективность, она должна быть... В любом случае. Надир Хачилаев говорит, проводите расследование, но объективно. Все под контролем российских служб передается, под контролем. О чем здесь еще говорит? А какой национальный лидер? Депутаты Государственной Думы пришли к одному выводу, что Конституция и законы должны соблюдаться. Надир Хачилаев сделает все возможное, в том числе, чтобы не было больше подобного рода происшествий и беспорядков, которые были по линии МВД. Мы определились в тесном взаимодействии. В общем, я считаю, что разговор был конструктивный, и результат скажется уже конкретно, я думаю, в ближайшее время. С точки зрения нормальной обстановки в Дагестане, я бы хотел, чтобы Надир Хачилаев два слова сказал. Ну, иншаллах, то, что договорились, чтобы не было осложнения ситуации, мы и до этого тоже противились этому, всячески старались, чтобы... Третье, то, что мы не оценить его старость, возраст 75 лет, тоже не могли. И вот за эти 3 качества, человечность, старость и смелость, мы достаточно оценили это, сделали уважение, и тем самым от этого все выиграли. И война не произошла, она была на грани, и, наверное, месяц еще никто не понимал бы, что там где происходит, если бы мы допустили бы вот этого. И думаю, что в дальнейшем надо выдерживать вот эти все договоренности, и кое-какие там вот сторонники
там сделать третьих вот виновными и себя огородить. Они есть, и не спешите делать выводы, и слово правды, она еще будет сказана. Нет, Дагестан будет есть. 5 июля уже произносится исламская революция. Вы видите Надир Хачилаев, который говорит от имени дагестанских мусульман и всех мусульман России, который имеет такие полномочия говорить это Муаммару Каддафи, встречается со Сергеем Степашиным, министром МВД, и заверяет, что в соответствии с Российской Конституцией все будет. В это время, 5 июля 1998 года, появляется флаг зеленый Саудовской Аравии. Наверное, этот флаг, как нам рассказывают, что это флаг пророка был, но он то белый был, то черный был. Вдруг здесь флаг другого немножко цвета. Туда приглашены чеченцы, и они втягиваются вот в это все движение. И выступают дагестанские исламские революционеры. Им не нашлось места в здании, поэтому они собрались на лужайке и беседуют, и совершают революцию где-то там в горах. Это как раз то место, в котором в скором времени установят в 2 селах шариат, в который потом будут втянуты чеченцы, чеченские добровольцы. Исламская революция в Дагестане. В Дагестане появилась отдельная исламская территория. Жители селений Карамахи и Чабанмахи Буйнакского района республики заявили о своем отказе подчиняться официальным властям Дагестана. Водрузили на одной из вершин близ Карамахи зеленый исламский флаг. А на республиканской дороге, связывающей Махачкалу с Буйнакском и рядом горных районов, выставили блокпосты. То есть пограничники у них уже появились. Ситуация вокруг 2 дагестанских селений начала осложняться еще в мае. В ночь 21 по 21 мая, когда в Махачкале сторонники братьев Хачилаева захватили здание правительства, в Карамахи было разгромлено отделение милиции. Милиционеры были разоружены, изгнаны из села, а лидер местной общины Мухтар Атаев заявил, что отныне порядок будет поддерживаться силами сельской общины. В те же дни недалеко от села был убит майор милиции. А 5 июля на совете общины в Карамахи побывали посланцы председателя Конгресса народов Чечни и Дагестана Шамиля Басаева и чеченского полевого командира иорданского происхождения Хатаба, призвавшего к созданию единого исламского государства. Направленный вслед за этим официальный протест дагестанских властей на имя президента Чечни Аслана Масхадова остался без ответа. Руководство Чечни заявило, что не вмешивается во внутренние дела соседнего государства. Тем временем дагестанские власти начали переговоры с лидерами мятежной общины и призвали их соблюдать законность и республиканскую конституцию. Но ощутимого результатов переговоры не принесли. 2 недели назад в Карамахи побывала официальная делегация дагестанского духовенства. Ее приезд был анонсирован местными СМИ как обнадеживающее начало урегулирования внутридагестанского конфликта. Но по встрече власти селения Карамахи, после встречи власти селения Карамахи и Чабанмахи и вовсе отказались разговаривать с кем бы то ни было, потребовали оставить их в покое, пообещали в ответ там и так далее. И вот мы здесь видим выступление. Конечно же, можно подвергнуть сомнению то, что говорится, что Басаев и Хатаб призвали к созданию единого исламского государства. Можно как-то это интерпретировать по-другому, может они имели другое что-то. Может быть, на самом деле Басаев и Хатаб такое сказали, но факт остается фактом. В Дагестане, когда Хачилаев захватывает Госсовет Махачкале, когда внимание отвлечено, 2 села объявляют в этот момент шариат у себя. И это те 2 села, которые будут принесены как сакральная жертва, будут принесены в жертву, как сакральная жертва. И женщины и дети тех населенных пунктов Чабанмахи и Карамахи будут тем шантажом, которым вынудят Шамиля Басаева со своими товарищами, рядовыми гражданами Чеченской Республики, добровольцами, пойти помочь вытащить их оттуда. И я считаю, что это все звенья одной цепи очень метко и четко
в хронологическом порядке чеченский след, Рязанский сахар, канал чеченский след, Рязанский сахар об этом нам рассказывает. И вот давайте послушаем речи, которые говорят. Здесь как раз выступит сейчас человек от имени Амира Хаттаба, который был. Но там он не говорит о создании единого исламского государства, хотя я могу ошибаться, и мы сейчас все услышим, что он там говорит. И мы его не отдадим ни России, ни Турции, ни Ирану. Мы будем благодарны трем монстрам России, Турции и Ирану за то, что эти три монстры нас заставляют объединиться. Здесь очень важный момент. Люди, которые находятся под полной оккупацией России на протяжении уже веков, начинают искать вместе с Россией еще какого-то помощника. Это Турция и Иран, которых распыляются силы. И враг, который сидит на Лубянке и в Кремле, появляется уже у тебя не один, а три врага. А дальше потом уже добавляется Англия, США, Надир Шах Чилаев уже антиимпериалист, страшный антизападник. Поэтому тут ничего сложного. Если вы можете обратить внимание, вот здесь сидит, видите, рукой закрыв лицо, сидит Толбоев, такой есть летчик, который представляет Совет Безопасности России. Совет Безопасности России представляет. Как раз в этот Совет Безопасности был введен вот этот Толбоев, который ходил, и Березовский тоже. Это люди, которыми совершались дела КГБшниками. Потом, когда все дела были совершены, этих людей оттуда убрали. И сейчас там Патрушев и все остальные вот эти мерзавцы и преступники, так называемые силовики российские, они сейчас возглавляют. Вот настоящие хозяева Совета Безопасности России сейчас открыто сели на эти посты. Тогда же были такие марионетки, которые использовали. Чем больше они сожмут нас в кулак, тем мы больше превратимся в алмаз. Так достаточно жестко выступили участники съезда движения ваххабитов, или, если официально, съезда исламских джамаитов Дагестана. Собралось более 1000 человек. Присутствовали гости из Чечни. Как обычно принято на Востоке, мероприятие началось с молитвы. Съезд проходил на очень живописной лужайке. Я не вижу там 1000 человек. Когда на российские митинги выходят 100 000 человек, в Москве, например, как это было, российская пропаганда говорит, что собралось там около 10 000 человек или там 15 000, когда 100 000. То есть занижаются. Если они представляют угрозу, они считают, что это представляет для них угрозу. Но здесь я не вижу. Здесь, может быть, вот сейчас, которые молятся, 4 или 5 рядов эти люди. Но если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, может быть, 50 человек в ряд стоит. Да, это большой натяжкой, может быть, там 40 человек. Пускай 50 будет. И если 5 рядов взять, это 250 максимум уходит. Он говорит, больше 1000 собралось. Еще сзади, может, еще там человек 30 ходит. Короче говоря, там не наберется 200-250 человек, а нам рассказывают по 1000. Это тоже важный момент, который мы, которые знаем отлично русскую пропаганду, должны обращать внимание. Высоко в горах. Во всем чувствовалась высокая организация и порядок. Для молодежи были подготовлены зеленые повязки с надписью на арабском языке «Нет существа выше Аллаха». Мы, русские журналисты, не чувствовали враждебности со стороны ваххабитов. Хотя все выступающие сильно критиковали действия официальных властей России, исключение было сделано лишь для Александра Ивановича Лебедя. Он солдат. У него в душе не так уже грязно, наверное, было еврейской этой примесью. И 200 лет оккупируют русские. И он вину во всем видит евреев, короче. Просто. И здесь дальше даже лезть не нужно никуда, чтобы разбираться в этом. Если вас убивают, уничтожают всеми возможными видами,
ну, по крайней мере, даже у нас находятся вот такие товарищи, говорит про еврейскую какую-то, это не так грязно, но это просто дно, которое просто люди не понимают, что происходит, и они абсолютно не настроены сражаться против врага, истинного, настоящего русского врага в Кремле и на Лубянке. Все остальное, кто бы там ни был, еврей там, дагестанец или чеченец, они все работают на русскую березу, на русский мир, на русский дух, на русскую нацию, империю точнее. Он хотел уничтожить банду в Москве, начиная с Лужкова. Все эти бандиты. Но Москва что может нам сделать сейчас? Как я сам сказал, сама разваливается. Почти все выступающие рассказывали о тяжелом положении людей в Дагестане. После выборов Госсовета и... Это Магомед Толбоев, заметьте, секретарь Совета Безопасности Дагестана. Извиняюсь, это секретарь Совета Безопасности Дагестана. Я, как представлял, это России. Моя ошибка. В 96-98 году. Ну, человек тоже из государственных органов, и тут сидят и рассказывают, что должны воевать там, против Ирана, Турции и России. Могли вообще тогда Россию не произносить. Просто против Ирана и Турции. Ну, Хачилаев против Америки. Я решил, что это, вопреки тому, что ожидали, что ситуации будут улучшаться, наоборот, ситуация, наоборот, в некоторой степени даже вот сейчас уже видно, сегодня напрягает в целом. И в этом очень много факторов, которые влияют. Это то, что от народа нельзя скрыть, коррумпированность верхушки, то, что нельзя скрывать от народа, бандитизм, который до такой степени дошел, что уже приобретает национальный характер. И то, что бесконечные убийства, никогда не раскрываемые. И к нему добавляется сейчас как раз то, что мы говорим, исламский фактор. Под исламским фактором в Дагестане подразумевают движение ваххабитов, или как они сами себя называют, суфитов. Это мусульманское движение весьма неоднородно в своей основе. Есть, еще раз бы сказал, то движение, которое зародилось в Дагестане, которое пускало корни в нашей стране, оно было тем связующим звеном, которое должно было нас втянуть в этот Дагестан. И теперь это очевидно. И отрицать этого, я уже не вижу никакого смысла кому-либо. После этого говорить, что там я там исповедую религию, только я правильно исповедую. А суфисты, они не правы, потому что они находятся под контролем России. Это в корне просто неверно, потому что и суфизм, который корни имеет в России, в недрах Лубянки, и ваххабизм, который имеет оттуда же. Это было то звено, которое должно было нас объединить для того, чтобы втянуть нас и против нас совершить провокацию для казуса Белля и для того, чтобы подменить понятия, подменить цели, к которым мы шли. Цель была свободная, независимая, демократическая, правовая Ичкерия, суверенная, независимая Ичкерия, государство. Нам же предложили заниматься всемирным халифатом, 20 миллионов мусульман представляет Хачилаев. Это был такой крючок, который закидывался нашим лидерам, что вот реально мы сможем сейчас раскачать Россию. Все прекрасно понимали, и сейчас мы это понимаем. Пока Россия не развалится, нам она житья не даст, даже когда мы выйдем. И мы должны работать не просто для того, чтобы выйти, а еще как можно больше, чтобы все народы России получили свободу. Но, опять же, возвращаясь к тому, о чем я начинал в самом начале говорить, мы имеем дело с реваншистами, неудачниками, которые под видом нас, свободных чеченцев, пытаются сместить других людей, которые служат России. А мы, чеченцы, как сейчас Надир Шах Хачилаев возглавил движение Дагестана, которое зарождалось там на примере чеченцев, видели, что чеченцы освободились, и чеченцы смогли добиться. И пользуясь связями с чеченцами Хачилаева, вот это движение за поднятие самосознания дагестанского народа,
оно было выпущено в трубу и использовано в качестве провокации против родного чеченского соседнего государства, народа своего мусульманского. Вот такая вот большая провокация была против нас совершена. И сейчас то же самое пытаются сейчас сделать, что сделал Хачилая под видом мусульман, верующих людей, сместить Кадырова. И что самое нехорошее в этой ситуации для чеченцев, в первую очередь, то, что ряд на Западе политиков, ряд на Западе людей, они поддерживают эту ситуацию. Им выгодно смещение Кадырова. Речи о свободе и независимости нашей страны не идется. Все хотят оставить нас в составе России, признавая нас внутренним делом России, частью России. Тем самым нанося нам удар в сердце, в спину и в затылок ножом. Потому что это очередное предательство со стороны Запада своих принципов. Так как мы хотим безоговорочной, стопроцентной независимости, статус Чеченской Республики Ичкерия уже определен навеки вечное, никто его рассматривать, пересматривать ни с кем не имеет права и не желает. Это мнение чеченского народа. На моем канале проголосовало около 800 человек, это небольшая часть, но около 77% людей, которые за то, чтобы полный вывод войск и международное расследование. То есть подавляющее большинство. Это при том, что и не граждане Чеченской Республики Ичкерия могли голосовать и голосовали за другие абсолютно коллаборантские варианты, которые я предложил. Ну и один не мое дело вариант. А остальные вывод войск и не расследование международное. Международное самое главное. Без международного расследования русские опять своей агентурой, деньгами, этой оболваниванием нас просто опять обманут. Нам нужно международное, независимое, открытое расследование этих преступлений на территории Чеченской Республики Ичкерия. Всех до единого. Что с нашей стороны было, что было со стороны России. Это для нас обязательное условие. Только в таком случае мы можем иметь гарантии. В противном случае мы не получим никаких гарантий. Мы получим снова какие-то игры, какие-то программы, куда-то нас тянут. И опять пойдет бардак какой-то. Вот если вкратце рассказать, что происходило с нами в то время. Ну давайте еще у нас есть время. Часть досмотрим. Этого движения, которое ставит четкие, ясные цели, определенные цели. Это создание, значит, единого государства под флагом фактически вот этого радикального вот ислама, которое ставит свои цели фактически противостоящие и тем законам, и тому укладу жизни, который сегодня существует. И мы знаем, что эти движения подогреваются внутри России соответствующими силами и из-за рубежа. Это говорит человек, вот это уже Совет Безопасности России, который, говорит, подогреваются из-за рубежа и внутри России. Они и подогревают это, они и создают. Есть какое-то движение. Если вы обратили внимание, когда спецслужбы ФСБ или там что-то подобное создают какие-нибудь проекты, они у них бывают клоунские, смешные у них бывают, не получается. Но у них очень хорошо получается, когда настоящее какое-нибудь движение свободных людей, объединенных одной идеей, начинают двигаться в каком-то направлении, всунуть, влиться в их ряды, возглавить это все дело и управлять уже, двигая в нужном им направлении, вот это им удается. И вот именно те события, движения, которые начали происходить в Дагестане, эти движения были возглавлены, как мы видели, на ярком примере Надира Хачилаева, которого подняли до уровня встреч с президентом Муаммар Каддафи, вели его там в Государственную Думу там, и так далее, вели его на переговоры, вели его на встречу с Масхадовым и так далее. Что тоже на Кавказе считалось поднятием чуть ли не до уровня
президента Америки. Потому что тогда уровень авторитета чеченцев был на такой высокой ступени, что любой, кто говорил с чеченцами, кого чеченцы принимали, те автоматически становились людьми, заслуживающими доверия и уважения. К чему мы обязательно вернемся, дорогие мои чеченские друзья. Обязательно. Потому что только правду все это время, не прыгая ни вправо, ни влево, говорили мы, и она у нас есть. И мне как-то задали вопрос, почему нас убивают, почему против нас Россия ведет войну так долго, так упорно. Ну, во-первых, потому что мы не сдаемся, а во-вторых, даже не столько деньги, причина того, что нас убивают, да, наша нефть там, и так далее. Это все сопутствует этому, и на этом обогащаются нездоровые люди, которые хотят на чужой крови обогатиться. Я считаю, что те люди, которые задумывают войну против чеченцев, которые пытаются истребить чеченцев, убивают их из-за правды, за той правды, которую мы говорим, за ту честность, порядочность, которую мы несем в своем видении, представлении строительства нашего свободного государства. И это является большой угрозой для России и, возможно, даже для многих в этом мире. Поэтому нам не хотят помогать, потому что мы говорим правду. Давайте послушаем дальше. Есть значительная часть ваххабитов, которые, еще раз подчеркиваю, в первую очередь связывают свои выступления с недовольством социальным положением, борьбой с коррупцией, скажем, с обеспечением безопасности. Движение ваххабитов уже превратилось в реальную силу, которая вправе требовать... Движение ваххабитов, и пока этот журналист издевается, показывает стариков с газетками, которые абсолютно никакой реальной силы не представляют. И были бы там интеллектуалы, ученые ислама, были бы вооруженные до зубов там тысячи человек. Можно было бы сказать какую-то реальную силу. Вот от власти определенных уступок. Так, одним из требований съезда предлагалось ввести законы шариата на части территории Дагестана. Безусловно, новая ситуация на Северном Кавказе требует от высших московских политиков совершенно новых, нестандартных действий и, быть может, даже определенного риска. Так, например, у министра внутренних дел Сергея Степашина была возможность встретиться с лидерами ваххабитов Дагестана. Для этого практически все было готово. Вот они ждали, надеялись, что приедет Степашин, и очень верили в него. Ну, видимо, какие-то причины помешали. И все равно мы надежду оставляем, а эти люди тоже оставляют надежду, что только такие встречи на высшем политическом уровне могут являться основой решения тех больших проблем, которые могут возникнуть перед государством. По непроверенным данным, главу МВД России отговорил от участия в съезде ваххабитов нынешний глава Дагестана Магомед Али Магомедов. Должна быть открытость в этом вопросе, и надо знать до конца, чего люди хотят. То, что действительно нам сегодня нужно, это иман. Это когда мы будем учить Коран и Сунну. И еще фабрика мужчин. Это когда мы будем готовить и участвовать в газовате. Аллаху Акбар! Амир Хаттаб, салам алейкум. Здесь послание от Амира Хаттаба передает чеченец, который не говорит, что мы должны объединяться. Вот высказывание Амира Хаттаба, что да, мы мужчины, должны там газовать, там все такое, но он не говорит, что мы должны в единое исламское государство объединиться, о котором вот я вам ранее зачитывал. Поэтому я хотел этот момент услышать. Не сказал он. Это очередной фейк. Накалив и так напряженную обстановку в республике. Лидер движения «Кавказский дом» Салман Радуев потребовал незамедлительно освободить Хачилаева, который был арестован за участие в организации захвата 20-21 мая в Махачкале здания Госсовета Республики. 20-25 мая он захватил, отпустил, Степашин сказал, никаких претензий не будет, вы все сами видели, что проведем объективное честное расследование и так далее. Потом его задерживают, Надиршах Хачилаева, он вместе, Надиршах это другой
Ведь арестован Хачилаев вчера днем в Махачкале. Название статьи «Коммерсант», 10 сентября 1998 года, арестован дагестанский мятежник. Это как был, как они обзывали Дудаева, мятежный генерал. Вчера днем в Махачкале был арестован один из лидеров лакского движения, депутат Народного собрания Дагестана Магомед Хачилаев. Он вместе с братом Надиршахом, депутатом Госдумы, обвиняется в организации массового беспорядка в мае этого года в столице республики. Беспорядки произошли на этот раз. Вооруженные сторонники братьев собрали многотысячный митинг. Это требование должно быть выполнено до 0 часов 13 сентября. В противном случае, по словам Радуева, будут нанесены удары по правительству Дагестана. При этом он... Вы слышите, что говорит Салман Радуев? Он требует освободить российского гражданина из российской тюрьмы, если он, конечно, это требовал, не знаю я, было это нет, опять же, коммерсанту верить, тоже особо нельзя. Но зная Салмана Радуева, да, Лазух Обалдольцем, мы знаем, что такие вещи иногда у него проскакивали, может быть, под каким-то влиянием или еще как-то. Он такие вещи говорит. Он говорит освободить лидера российских мусульман, которому подчиняется 20 миллионов, выступает от имени мусульман, 20 миллионов мусульман. Говорит гражданин Чеченской республики Ичкерия, занимающий, может быть, какую-то должность, военную, скорее всего, что нанесет удары по зданиям Махачкале или Дагестане. Просто вот сразу же Салман Радуев дал Лазух Обалдольцу, как только он, если он делает это сообщение, его сразу же должны арестовывать чеченские правоохранители. Какие бы заслуги у него не были перед чеченским государством, как только он такое говорит, его сразу должны опросить, доставить, допросить, задержать, доставить, допросить, рассказать, кто его заставил говорить о Надирхаше, что он будет сейчас спасать. Какое ты имеешь право от имени государства говорить. Вот это тоже большая ошибка, которая была допущена. Конкретизировал, что удары будут выражаться в захвате воинских частей, расположенных на территории этой республики. Не менее критическая ситуация сложилась и вокруг сел Карамахи и Чебанмахи, которые объявляют себя отдельной исламской территорией. Между тем, сегодня исполняющий обязанности министра внутренних дел Сергей Степашин заявил, что силового варианта разрешения ситуации в Дагестане не будет. Дагестана Кази Кумух объявила о начале бессрочной акции гражданского неповиновения до тех пор, пока не будет освобожден заместитель министра сельского хозяйства республики Магомед Хачилаев. Проведение акции началось с митингов, организованных в селениях Кумух и Новолакское. Кроме требования освободить Магомеда Хачилаева, на митинге в райцентре Новолакском звучали призывы к отставке нынешнего руководства Дагестана и прежде всего председателя Госсовета Республики Магомеда Али Магомедова, а также проведение всеобщих прямых выборов руководителя Дагестана. Возмущение лакского народа, и который выливается в акцию национального неповиновения. И это исходит от самого народа. В Новолакском митинге участвовало около 2000 человек. Я считаю, вот это задержание Магомеда Хачилаева, может быть, было сделано для того, чтобы более он был послушным. Может быть, именно это сделано для того, чтобы показать, что все-таки преследуют. Потому что у нашей стороны там, наверное, возникал вопрос, почему Хачилаева не преследуют. Вроде они здание захватили, освободили, что-то никого не сажают. И в этот момент, может быть, для этого было связано задержание Хачилаева. Но создавалась видимость активности в дагестанском обществе, собирались лакции, в основном, наверное, это были лакцы, ну хотя и не лакцы, наверное, тоже, для того, чтобы как-то освободить. И нам показывалась картинка, что вот там народ поднимается, и наши лидеры, они могли недостаточно правильно оценить обстановку, которая происходит, с учетом той пропаганды, которой мы тогда еще, ну, я так думаю, не привыкли. Хотя, если был бы Джохар Дудаев, то эти бы трюки мы бы на самом начале еще узнавали бы об этих трюках, которые они начинают мутить. Возникает новый очаг напряженности, на этот раз на юге. Проблемы, на 3 октября 1998 года Гусейнов нам рассказывает, что новый очаг напряженности возникает на юге.
Послушайте, какой это очаг напряженности. Случившееся в этом регионе за последние 9 лет сегодня выплескивается наружу. И вот в Дербенте на митинге протеста представителей Южного Дагестана, помимо прочего, прозвучало требование о непосредственном вхождении в состав Российской Федерации на правах Дербентского автономного округа. Это вся независимость, которую требуют эти люди. Войти в Россию, они в ней находятся, на правах автономного округа. Просто хотят получить какие-то права на уровне автономного округа. Конечно, это ни о чем. Если есть самосознание народа для борьбы за свою независимость, то он никогда не будет говорить о каких-то автономиях. Он сразу идет к своей независимости. А автономии или там какие-нибудь другие формы оккупации, это дело все, которое навязывается вам сверху. Это уже империя вам диктует, кто вы, автономия или союзные, или равные какие-нибудь. А на самом деле нормальное общество, которое стремится к свободе, это унизительно даже это говорить. Но создается картинка, на которой выступает журналист, какие-то волнения, движения. И несведущему человеку можно легко впихнуть информацию, что они опять какое-то там движение какое-то там идет. Вот и все. А на самом деле движение, которое не стоит ничего. Все свои же там бюджетные работники выведены. Давайте послушаем, поговорим и так далее. Разводилова. Гусаров его фамилия была. Гусаров, Руслан Гусаров. Да, не поймем. Очень тяжелая обстановка сегодня в Дагестане и на Кавказе. Я только что прибыл оттуда. Пожалуй, мы можем действительно потерять Дагестан. Ну, а теперь о текущем. Утром я был... Теперь о текущем. Дагестан потерятельный, ну а теперь о текущем. Благодарил за хорошую работу и отправил в отставку. Исполняющим обязанности назначен Владимир Владимирович Путин, секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ. Степашин все подготовил. Степашин, вот эта банда подготовила и назначили человека, который будет дальше вести. Я абсолютно убежден, что и Путин это не одна фигура просто. Это целые группы людей, КГБшников и военных, которые тоже где-то там имеют, примазываются, которые управляют вот этими всеми процессами. Россия хочет воевать с народом, а не... Так. А если Россия хочет войну, они получат. Я не желаю. Как муравей спрячется, авиация ушла, они обратно. Выпустив гражданское население, ваххабиты в плен не сдавались. Вот это уже началось, это август, уже сентябрь 99-го, началась бомбардировки. 3 метра земли, еще 3 метра туда уходят. Зачистки. Они туда как муравей спрячутся. Авиация ушла, они обратно выходят, обратно занимают позиции. Вооруженные посты на дорогах, зеленые флаги и вывеска. Здесь действуют нормы шариата. Летом 98-го 3 дагестанских села, Кадар, Карамахи и Чебан-Махи, де-факто перешли под контроль адептов радикального исламского течения, ваххабизма. Женщины надели чадру, а мужчины отпустили бороды и переоделись в камуфляж. Села перешли на военное положение. Сельская власть формально была, но власти у нее уже не было. Военным лидером стал этот человек, Джарула. В горах за селами он устроил стрельбище, в селе наладил производство минометов. С мятежными селами местные власти больше года лишь пытались договориться, и это несмотря на теракты, похищения людей по всей республике и нападения на военных. Кадарская зона тогда, по сути, превратилась в черную дыру. Совершив вылазку, боевики просто отсиживались в этих селах до новой акции. В сентябре 99-го в ситуацию пришлось вмешаться Москве.
служба безопасности по-прежнему считает чеченский след главным во взрывах жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Видите, что происходит в стране? Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Чечня. Это теракт, который не родился по проблемам внутренним города. Это продолжение, перенос Дагестанской войны. Перенос... А вы уверены в том, что это Дагестан? Уверен. Я уверен, что это не дагестанцы, а это Чечня. Эти люди, мы сегодня знаем, и потом в Рязани, это видео от 12 сентября, а через 10 дней в Рязани будут задержаны, вернее, 23-го, через 11 дней будут задержаны в Рязани сотрудники ФСБ, которые закладывали туда бомбу, гексоген и тротил перемешанные. Лужков уже нас объявляет и не говорит чеченцы, он говорит Чечня, все это государство и так далее. Это бандиты, преступники. И когда я называю некоторых этих людей преступниками, бандитами, обвиняю их в этих преступлениях, мне говорят, ну ты же юрист, презумпция невиновности должна быть, пока суд не доказал, нельзя там называть и так далее. Пускай они на меня подают в суд, пускай они считают так, как они пытаются доказать, что они не являются преступниками. Я знаю, что они боятся просто, потому что много может вскрыться, когда начнется судебное разбирательство против меня за то, что я их назвал преступниками. Лужков уже предстал перед Богом, ну его жена, его дети очень хорошо себя чувствуют здесь, в Европе, как и многие другие. И нам, чеченцам, сейчас необходимо объединиться для того, чтобы все вот эти богатые люди, которые на нашей крови сделали деньги, начали возвращать в чеченский фонд деньги для того, чтобы Чечня вновь возродилась. И эти люди преступным путем нажившие деньги на нашей крови, мы должны выявлять их при помощи властей, конечно же, замораживать их счета, ввести против нее юридическую, правовую деятельность, работу. Вот что мы должны делать, чеченцы. Они рассказывают, что мы откроем там третий фронт, и там Махди скоро придет, и там мы построим халифат и так далее. Так что давайте работать по ним. Это перенос, так сказать, обещанный этими негодяями, этими бандитами с Кавказа сюда, вот этих боевых действий, этих террористических актов. В 96-м было ничего, а в 99-м. А эта передача до сих пор висит в сети. Так называемый рязанский сахар. 3 мешка с гексогеном, которые превратились в сахар, понимаете? Кто взрывал дома? Террористы. А в Рязани что? А в Рязани учения. Ни один конец не сходится с концами. И съели. Это конец, буквально несколько минут, потерпите, 1 минута. Здесь очень важно посмотреть Хачилаева в кругу, в компании наших лидеров. Посмотрите, как он выявляет журналистку чешскую, которая много с нами вместе провела, которая очень хорошо к нам относится, помогала, сейчас записывает, не записывает и так далее. Начинает к ней придираться. И потом, что говорит депутат Государственной Думы, человек, представляющий на международной арене Россию, человек, лидер 20 миллионов мусульман, и которого курирует наш Дом России. Давайте послушаем, что он говорит. Я извиняюсь, Петра. А вот это зачем так делать? Это Петра, ее зовут. Чтобы люди думали, что она не новая, а старая. А здесь же лампочки, да? Нет. По-моему, вот поэтому там закрыто. Да, вот что снимает, не снимает, что не видно, да. Я даже приветствую тебя, когда ты жути нагоняешь, так говорится, вот этим термином, на врага. Пожалуйста, внимание, внимание, о чем говорит вот этот человек.
Представьте, что говорит еще в 96 году лидер мусульман России, который очень хочет, чтобы Россия и Ливия жили очень в дружбе. Это 20 мая. Бомбу около Кремля раз на год поставить. Эти что-то не задействовали, эти атомные штучки. Жалко, я тебе серьезно говорю, жалко. Но это не чрезмерно, понимаешь? Бога боюсь. Правильно, правильно. Это хорошо. У нас есть ядерщик. Ядерщик есть, тогда еще лауреат государственной премии, академик, он с Курчатовым работал, Лапицем. Я говорю, его надо похитить. Его надо похитить, говорит депутат Государственной Думы. Ну, наверное, позже он стал депутатом. В 96-м, может, уже стал. Нужно похитить физика и ядерщика для того, чтобы помочь чеченским братьям. Вот такой я вам хотел сегодня показать, если у меня не зависло, да? Зависло у меня канал. Ну-ка. Так, и, друзья, я ваш комментарий не смотрел, потому что показывал видео, комментировал его. Без зависонов все нормально? Тот и тот лайкцы. Так, нормально все было, да, эфир? Так что делать выводы нам, друзья, и чеченцам, и не чеченцам, и русским тоже. Посмотреть, как их спецслужбы нас пытаются обмануть, как нас пытаются нами манипулировать, убить, захватить. Все это делается ради величия, мнимого величия России, в которой люди побираются из мусорных баков, и инвалиды, и пенсионеры живут очень бедно. Поэтому я предлагаю чеченцам думать, не давать себя использовать, не втягивать себя в разные, давать себя втягивать в разные вот эти программы, системы. Поэтому будьте, думайте, друзья, думайте. И еще хочу сделать важное оповещение своих зрителей. Я разговаривал с Евгением 999, я этого человека видел, этот человек, по всей видимости, находится точно в Израиле, еврей русскоговорящий. Мы с ним очень хорошо поговорили, я тогда заподозрил, что он чеченец, в своем эфире сказал, что слишком хорошо ты знаешь про чеченцев. Я с ним поговорил, приношу ему свои извинения за то, что я ошибся, вот, и предположил, что он чеченец. И всего самого желаю всем вам и Евгению в частности, всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, и все будет ичкерия. Адикюэль маш оэль. До свидания, спокойной ночи, друзья. До новых встреч.